История любви и смерти двух юных героев существует в литературе примерно с XIII века, но только английский писатель XVI века Уильям Шекспир создал шедевр – бессмертную трагедию «Ромео и Джульетта». С тех пор этот сюжет неизменно вдохновляет художников и поэтов, музыкантов и режиссеров на создание новых произведений во всех видах искусства. Более 4 веков музыканты не оставляют попыток воплотить в звуках трагическую радость этой бессмертной истории. На этом сюжете основаны оперы и балеты, симфонические произведения и кинофильмы, рок-композиции и мюзиклы. Тема веронских влюбленных встречается в музыке практически во всех музыкальных жанрах. В 1830 году появляется опера «Капулетти и Монтекки», принадлежащая перу итальянского композитора Винченцо Беллини. В 1839 году во Франции Гектор Берлиоз создает грандиозную драматическую симфонию «Ромео и Джульетта» с участием хора и солистов. Спустя 30 лет, в 1867 году, другой французский композитор Шарль Гуно представляет публике еще одну оперу на популярный сюжет «Ромео и Джульетта». В России в 1869 году рождается гениальная партитура «Ромео и Джульетта» Чайковского. Эта увертюра-фантазия является одной из самых проникновенных лирических страниц симфонической музыки. В сентябре 1935 года Сергей Прокофьев завершает свою работу над балетом «Ромео и Джульетта», ставшему вскоре жемчужиной в репертуаре ведущих театров мира. В наше время Ромео и Джульетта являются героями не только классической музыки, но также известных рок- и поп-композиций. Тема любви, написанная знаменитым композитором Нино Ротта к картине Франко Дзеффирелли 1968 года, признана классической и даже стала своего рода музыкальной визитной карточкой этого бессмертного сюжета. And we are loved through tears and thorns. We will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be. A new world, a world of shining hope for you and me. Один из знаменитых мюзиклов «Вест-Сайдская история» американского композитора Леонарда Бернстайна заслуженно считается шедевром этого жанра. Действие шекспировской трагедии перенесено здесь в бедные пригороды Нью-Йорка. Там, где хозяйничают бандитские группировки, царит расовая вражда и ненависть, повторяется история всепобеждающей любви. Мюзикл стал основой фильма, который в 1962 году получил 10 «Оскаров». With suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright.
going mad, shooting sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than alright. But here you are, and what was just a word is a star tonight. Свое прочтение великой трагедии в этом жанре представил в 2001 году и французский композитор, сценарист и актер Жерар Пресгурвик. Он назвал мюзикл «Ромео и Джульетта. От ненависти до любви». Автор отказался от шекспировского текста и пересказал историю своими словами, сохранив основные сюжетные коллизии оригинала. Пресгурвик оставил за рамками своего либретто некоторых второстепенных героев и ввел двух аллегорических персонажей – смерть и поэта. В российской версии мюзикла на роль смерти пригласили звезду мирового балета Николая Цискоридзе. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, ce monde ici et tout. Первую мелодию будущего спектакля «Эймер» Пресгурвик сочинил в 1998 году. Мюзикл еще не был завершен, когда им заинтересовался опытный продюсер Жерар Лувен. Будущий спектакль представили в прессе и выпустили концепт-альбом с 17 композициями. Вышедший одновременно с этим сингл «Эймер» разошелся тиражом в 500 тысяч экземпляров. К концу 2000 года еще 5 песен из альбома были выпущены в виде синглов, один из которых «Les Rois du Monde» «Короли мира» несколько недель удерживал первую строчку национального хит-парада Франции и был распродан тиражом в 800 тысяч копий. Au sommet, ils ont la plus belle vue, mais y a un mais, ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas, ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois du monde font tout ce qu'ils veulent, ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls, dans leur château, là-haut ils s'ennuient, pendant qu'en bas nous on danse toute la nuit. Оригинальную французскую версию спектакля открывает инструментальная увертюра, прерываемая небольшим прозаическим вступлением. Все истории начинаются одинаково. Ничто не ново под луной. Герцог Вероны приветствует зрителей в подвластном ему городе. Он рассказывает о вражде двух семей – Монтекки и Капулетти. Герцог приказывает им прекратить губительные ссоры. Не меньше герцога распрями обеспокоены матери семейств. Наблюдая с балконов за очередной стычкой между кланами, женщины шлют проклятие небесным и земным силам, поселившим в сердцах людей ненависть друг к другу. И только одна смерть предвкушает свое торжество. И в самом деле, вскоре ей будет чем поживиться. Juge mais vous condamne la haine, je la vois brûler dans vos yeux, la haine. Популярность музыки Пресгурвика быстро вышла за пределы его родной страны. Мюзикл был поставлен в разных странах мира и на разных языках. Музыкальные театры создают свои постановки, каждый раз привнося что-то новое, но сохраняя главное. Вновь и вновь на всех языках мира звучит призыв к любви, которая важнее, чем гордыня, сильнее, чем смерть, прекраснее, чем все дары мира. Les gens qui s'aiment,